Это программа «Актуальное интервью». В Якутске в эти дни открывается фотовыставка китайской журналистки Хаянчжоу, более известной у себя на родине под псевдонимом Я-Я. Уже много лет объектом ее фотокамеры становятся стерхи. Известно, что более 70% якутских стерхов зимуют на родине Я-Я в Китае на озере Паянг. Почему ее сердце навсегда покорили стерхи и на что готова она ради кадров с танцующими птицами, мы поговорим с самой Хаянчжоу, которая в эти дни находится в Якутске и любезно согласилась на интервью с нами. Хаян, здравствуйте. Чем вас поразили стерхи, что даже вы решили в свое время продать свой дом и организовать для них специально охраняемую зону? Меня очень давно интересовала экология, и в 2010 году мы находились возле озера Паянг и делали несколько кадров и заметили там этих стерхов. Эти стерхи преодолевают более 5000 километров, чтобы прилететь из Сибири, России в Китай на озеро Паянг. Я сама, как мать, понимаю их позицию этих стерхов и хочу их поддержать, чтобы им не было так трудно при кормлении детей и их взращивании. И у нас как раз для вас, дорогие телезрители, есть видео об озере Паянг, где и зимуют якутские стерхи. Давайте вместе насладимся этими кадрами. Озеро Паянг является крупнейшим пресноводным озером Китая. Оно расположено в северной части провинции Цзянси. Это самая большая среда обитания для зимующих, мигрирующих птиц в Азии. Каждую зиму стерхи, размножающиеся в Якутии, преодолевают более 5000 километров, чтобы достичь озера Паянг, где проводят зимний период почти 5 месяцев. Стерхи рождаются в тундрах Якутии летом и проводят зиму на этом озере. Они стали связующим звеном между Китаем и Россией. Мы проводим экофотовыставку, чтобы рассказать о красоте царства птиц и мира стерха. Мы надеемся, что это укрепит понимание людей двух стран, будет способствовать сотрудничеству между научными и защитными учреждениями, и приглашаем россиян посетить наше прекрасное озеро Паянг. Какие красивые кадры. Сколько вы времени занимаетесь фотографированием и сколько из них занимаетесь именно стерхами? Уже 6 лет занимаюсь фотографированием. А что подтолкнуло к этому? У себя на родине я также являюсь респондентом, и мое хобби связано с моей работой. Мне очень нравится взять с собой камеру и сделать пару красивых кадров. Насколько сложно фотографировать стерхов? Какие, может быть, трудности происходят при такой довольно сложной работе? Потому что стерх – это дикая птица. Очень сложно фотографировать стерхов, во-первых, потому что стерх – это дикое животное, во-вторых, озеро Паянг очень большое и обычно занимает несколько часов, чтобы сделать достаточно хорошие кадры стерхов. У якутов есть поверье, что тот, кто увидит танцующего стерха, навсегда останется после этого счастливым. А какие поверья, связанные со стерхом, есть у жителей Китая? В китайской культуре стерх тоже занимает очень важную позицию. Стерх в китайской культуре также является знаменателем чего-то большего, чего-то очень счастливого. Также в одежде национальной используется стерх как символ счастья и добра. В Китае стерхи также охраняются. А как государство охраняет стерхов именно в Китае? Какие программы, может быть, существуют? Все дикие животные в Китае охраняются государством. И в прошлом году лидер КНР Си Цзиньпин говорил то, что за убийство этих редких животных нужно расценивать как убийство тех редких животных нужно расценивать как убийство человека и судить по тем же законам. Якутские и китайские ученые занимаются проблемами сохранения популяции стерхов. Как вы человек неравнодушный к этой теме, какие положительные изменения можете заметить в размножении и преуспевают ли наши ученые в помощи стерхам в сохранении их среды?
По защите стерхов на озере Паян проводится работа между Сибирским институтом наук и Пекинским лесным университетом, и с нашими коллегами из Монголии уже выезжали на озеро Паян, и сейчас принимаются решения, по которым будет проделана работа в будущем, и мы надеемся, что наше совместное сотрудничество принесет в будущем плоды. Также я знаю о том, что однажды господин Путин пролетел на аэроплане в честь защиты стерхов. Эта история очень тронула нас, китайцев, китайский народ, и мы хотели бы пригласить лидеров республики, господина Путина, приехать к озеру Паян и посмотреть на стерхов. А вы впервые в Якутске и в Якутии в целом? Удалось ли уже увидеть наших якутских стерхов именно здесь, у себя на родине? Да, это мой первый раз в Якутске, но мы еще не выезжали в экспедицию и пока еще не видели стерхов. Какие темы, как фотографа и журналиста, вас интересуют больше всего, кроме стерхов? Так как я являюсь журналистом, я надеюсь, что благодаря своим фотографиям, благодаря своим каким-то репортажам мы сможем повлиять на руководителей, и будет проделана работа по защите экологии и по защите птиц. И расскажите, пожалуйста, о вашей выставке, которую вы привезли к нам в Якутск, и что у вас в целом в планах насчет посещения Якутии? В этот раз для нашей выставки мы со всего Китая собрали более 160 фотографий. Мы верим в то, что уровень, представленный на данной выставке, это тот уровень, который жители Якутска еще не видели. Правительство Китая и правительство провинции Цзянси очень обеспокоены темой сохранения птиц и защиты экологии, окружающей среды. И начиная с этого года началась оказываться реальная поддержка по защите окружающей среды. И также в прошлом году, в декабре, правительство Китая и правительство провинции Цзянси учредило праздник, на который приглашало всех желающих посмотреть на стерхов. Поэтому мы ждем всех жителей России и Якутии посетить озеро Паян и посмотреть на стерхов. Также мы надеемся, что вы придете в этот вторник в исторический парк «Россия. Моя история» посмотреть на фотовыставку. И я надеюсь, что мой нынешний визит поможет двустороннему обмену между правительством, между учреждениями науки. Будет положительный эффект с нашего сотрудничества не только для птиц, но и для нас тоже. Ну и в завершении программы вы сказали, что первый раз в Якутии. Как вам у нас здесь? Что вы можете пожелать якутянам? И совпали ли у вас ожидания от нашего края? Так как Якутия является родиной стерхов, а я сама очень интересуюсь стерхами и намерена их защищать, я также надеюсь еще приехать в Якутск и в Якутию. Спасибо большое, желаем вам удачи в ваших работах и в вашей выставке. Я напомню, что в гостях у нас была известная журналистка и фотограф Хаян Джоу, и поговорили мы о ее фотовыставке и о работе с якутскими стерхами. Вы смотрели актуальное интервью, в студии работала Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.